К текущему часу это все новости. Ну а прямо сейчас я передаю слово моим юным коллегам. Они расскажут вам детские новости. Коллеги, вам слово. Благодарим, Сергей. Эфир телеканала «Якутия-24» продолжают детские новости. В студии Альберт Миронов И Диана Сивцева. в лето с работой. В центре «Моя работа» прошла ежегодная ярмарка вакансий для школьников. Компании республики представили наиболее популярные вакансии на летний период для несовершеннолетних. Подробнее в сюжете Кати Янушевской. В центре «Моя работа» оживленная. Школьники активно ищут работу на лето. В этом им помогают 18 компаний Якутии. Мы берем на работу с 16 лет и согласие родителя. Также вот у нас, допустим, работа официанта. Это у нас обслуживание гостей. Это является одним из главных работников. Ребята желают работать, но на летнее время это стоит на большом спросе, можно сказать. Для того, чтобы трудоустроиться на летний период, необходимо написать заявление, подать документы и письменное соглашение от родителей. Я хочу заработать на новый телефон купить, а то уже, этот старый. Вот. А у родителей как-то, не хочется просить. Зарплата, без разницы, хотя бы 1020, чтобы было. У детей разных возрастов разные рабочие часы. Дети 14 лет могут работать 4 часа в день. 15 лет трудятся по 5 часов. Подростки 16-17 лет имеют право работать 6 часов. Те работодатели, которые принимают срочным трудовым договором в соответствии с Трудовым кодексом, они могут заключить с нами договор и принять ребят как раз на временные работы с 14 до 18 лет. В летний период планируется трудоустроить более 3000 детей. Катя Янушевская, Семен Семенов, Якутск. Живет Победа в поколениях. Именно под таким названием в столице республики состоялся детский парад Победы на школьных учреждениях. Он посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, году семьи в России, году детства в республике и Международному дню защиты детей. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Тома Степанян расскажет подробности. Моряки, пехотинцы, десантники. В парке Победы юных якутян можно было увидеть в самой разной военной форме. Они дружно чеканили шаг в парадном строю. Большое мероприятие прошло впервые. Решили, что как, если не в парке Победы, провести его. Начали подготовку мы с февраля. Конечно, прежде всего были выбраны рода войск в садах. Началась подготовка и у родителей, потому что нужно было форму подобрать. В честь главного исторического события страны более 200 детей из 13 детских садов прошли колонной в парке Победы. Участие в мероприятии также приняли более 300 родителей маленьких патриотов. Парад проводится у нас впервые. Тем самым мы даем эстафету 80-й годовщины Победы Великой Отечественной войны. В следующем году парад нас в 2 раза минимум увеличится. На параде Победы развернулась выставка макетов современной военной техники России. Это и модели самолетов, кораблей и машин. Дети вместе с родителями мастерили из различных материалов несколько дней. Делается все, первый раз сделали, на основании картинок, всего визуально, у нас нету. Получается, мы изготавливали, а он красил, вырезал, как и объяснил. И все. Учился обед. Уже в следующем году 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. К нему начнут готовиться уже начиная с октября. Парад пройдет еще более масштабно. Тома Степанян, Владимир Павлов, Якутск. Уже через несколько дней в Якутске и Бердикистяхе начнется финальный этап спартакиады школьников «Спортивные якутяне». В школьном этапе соревнований приняло участие около 69 тысяч учеников.
В минувшую среду в Доме печати состоялась пресс-конференция. Подробнее в сюжете Никиты Павлова. Спартакиада проходит в 3 этапа. В настоящий момент завершился школьный этап. Сейчас проходят соревнования по многоборью, а в воскресенье начнутся по спортивному ориентированию и якутским прыжкам. В этом году в спартакиаду внесены особенности. Особенностью спартакиады этого года является в том, что лучшим тренерам, учителям физкультуры будут премиальные по распоряжению главы республики. То есть лучшие тренера по видам спорта, по каждому виду, по 29 видам будут получать 100 тысяч рублей премиальных. Сильнейшие будут принимать участие по различным видам спорта в столице республики, кроме легкой атлетики, состязания по которой пройдут в селе Бердигистях. К слову, легкая атлетика будет проходить еще и для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас спартакиада проводится по 29 видам спорта. Районы у нас поделены на 4 группы. Значит, 2 группы – это большие районы, где большее количество учащихся находится, и 2 группы – это арктические северные районы. Из 29 видов спорта среди первой и второй группы в зачет берутся 20 видов спорта. Районы они сами выбирают, какие именно с лучшим показателем. На пресс-конференции были представлены наградные материалы и талисман «Рысь». Соревнования в связи с чрезвычайной ситуацией перенесли из Намцев в Якутск и Бердигистях. Соревнования начнутся 6 июня и продлятся до 10 июня. Никита Павлов, Аэлита Махно, Якутск. Учебный сезон закончился, и для школьников начался период летнего отдыха. Выбора у детей много. Можно провести каникулы с пользой и записаться в лагеря. Некоторые имеют возможность отдохнуть за пределами республики. Наши коллеги Милада Сыромятникова и Володя Михайлов решили узнать, как проведут это лето школьники города Якутска. Дорогие ребята, наступила долгожданная пора – летние каникулы. А как мы их проведем? Я, например, собираюсь улетать в город Казань, где учится мой старший брат, а затем обязательно приеду к бабушке и дедушке в село Сунтар. Володя, а как ты их проведешь? На первый сезон я пойду в лагерь «Ритм». Мы там будем изучать точную математику. А на второй сезон я пойду в языковой лагерь, буду изучать английский язык. Очень интересно. А теперь давайте узнаем, как летние каникулы проведут школьники города Якутска. Для этого мы пришли на самое людное место – Площадь Победы. Начинаем опрашивать детей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы проведете свое лето? Мы поедем в лагерь в Красноярск. Ты? Буду гулять на площадке. Спасибо. А ты? Я поеду с ней тоже в Красноярск. Я поеду в Калининград, а потом обратно. Ты любишь лето? Да. Как ты думаешь, что ты новое увидишь или чем можешь заняться? Ну, я думаю, я буду заниматься, узнавать природу. Гитара. Ничего. Я не знаю. Купаться, например. Да. Научиться купаться, либо же плавать. Ну, либо же на велосипеде научиться. А ты чем можешь заняться? Я больше всего гулять. Ты любишь лето? Да, обожаю. Домашки не задают. Спортом займусь. Чем вы любите заниматься летом? Ну, я люблю всегда приходить на Площадь Победы и тут кататься со своими друзьями. Я в деревню поеду и буду изучать бабочек. Я собираюсь поехать в деревню, покупаться в озере, и отдохнуть. Вот мы и узнали, чем будут заниматься школьники города Якутска. Кто-то поедет в деревню, кто-то пойдет в лагерь, кто-то будет просто отдыхать от школы или изучать бабочек, или пытаться играть на каких-то инструментах. В общем, наших ребят ждет прекрасное, незабываемое лето. Пожелаем им отличного отдыха и прекрасных каникул! Сейчас вашему вниманию предлагаем рубрику «Важные советы» от Наташи Колосовой. В
Всем привет! Меня зовут Наталья Колосова. Мне 7 лет. Вот и наступило наше короткое, но такое долгожданное лето. С началом лета начались каникулы. Лето – наша самая любимая пора. Мы много времени проводим на улице, любим кататься на велике или на самокате. Но важно, чтобы досуг был безопасен. Кататься можно только на велосипеде, на самокате, на роликах. Можно кататься внутри дворов или в парках, в специальных оборудованных площадках, стадионах. Будьте предельно внимательны. Кататься можно только на ровной, безопасной местности. Объезжайте ямы. Перед переходом остановитесь, сойдите с велосипеда или самоката. Переходите проезжую часть, держав за руль велосипед или самокат. Нельзя кататься слишком близко друг от друга к велосипедистам, к роллерам и к самокатистам. Так легко можно налететь друг на друга. У вас обязательно должен быть наколенник, налокотник, шлем на голову. Надо научиться правильно падать, точнее, правильно группироваться. Не балуйтесь во время движения. Также нельзя кататься вдвоем в одноместном велосипеде или самокате. Дяди и тети, водители, вы тоже должны помнить, что нельзя снижать бдительность за рулем. Мы, дети, можем внезапно выйти, резко выбежать или просто не заметить машину. Но так нельзя делать. Запомните мои правила, берегите себя. Пусть это лето подарит только положительные эмоции. До встречи в эфире. На квасе, кефире и даже на минералке споры о том, какой должна быть идеальная окрошка, не утихают с момента изобретения самого блюда. К единому знаменателю любители окрошки пока не пришли, но одно известно точно: в ближайшие 3 месяца это летнее блюдо будет пользоваться популярностью. Во сколько оно обойдется якутянам в этом сезоне, узнавала Анжелина Матлашук. Окрошка появилась более 1000 лет назад, а название ей дали от глагола «крошить». С наступлением тепла окрошка вновь появляется и захватывает столы россиян. Индекс окрошки – это совсем не шуточный показатель. Его рассчитывают для того, чтобы узнать, насколько подорожали те или иные товары. За год окрошка подорожала на 13%. Основной вклад внесли яйца. Если говорить о ценах на ингредиенты окрошки в Якутске, то ситуация выглядит следующим образом. Квас от 119 рублей за литр, яйца от 99 рублей за десяток, колбаса от 200 рублей за 500 грамм, сметана от 70 рублей за упаковку, редис от 170 рублей за полкило, огурцы от 300 рублей за килограмм, картофель от 86 рублей за килограмм. Общий счет 874 рубля из расчета на 4-5 порций. Такая цена в среднем схожа с расчетами аналитиков в центральных городах нашей страны. Там подобная порция окрошки обойдется в 500-600 рублей. Безусловно, на цены в Якутске влияют переправы через реку, а также доставка скоропортящихся продуктов самолетами. Этим вопросом занимается наше государство. Торговая сеть «Айгуль», как и все компании в республике, работают согласно приказу 22. Также хочу добавить то, что компания учитывает интерес каждого покупателя, и даже при использовании нашей системы лояльности мы предоставляем скидку даже на социально важные товары. Влияют на стоимость окрошки и летние рынки, там продукция. Помимо того, что свежая, так еще и по более низким ценам. На прилавках есть свежая зелень, картофель, на очереди только редиска. Если уже будет скоро, на днях уже будет. Окрошка – блюдо не только популярное, но и полезное. Как говорят специалисты по питанию, свежие овощи в ее составе помогут восполнить количество витаминов в организме, а также обезопасить от обезвоживания. Главное – по привычке после долгой зимы не разогреть ее в микроволновке. Анжелина Матлашук, Григорий Григорьев, Якутск. Это были все новости к этому часу. До новых встреч в эфире!